Генпрокуратура запросила Холбашеву пожизненное заключение, а Альфатхане Маматшоевой 25 лет колонии. Талибан просит Россию продать 1 миллион баррелей нефти. Шавкат Мирзиёев совершит первый за 30 лет визит в Мекку и Медину. Саммит глав МИД Центральной Азии и ЕС пройдет в Самарканде. Гособвинитель потребовал приговорить бывшего начальника управления пограничных войск в Горно-Бадахшанском автономном округе Холбашева к пожизненному заключению, а гражданскую активистку и журналистку Ульфатхоне Маматшоеву к 25 годам колонии. Власти обвиняют их в организации беспорядков в Хароге и Рушане в мае этого года. Судебный процесс над Ульфатхоной Маматшоевой и Холбашевым идет в СИЗО ГКНБ Таджикистана при закрытых дверях с 3 августа. Не менее 3 источников заявили радио «Зоди», что суд должен был объявить приговор 12 августа, однако подсудимые сочли проведенное следствие необъективным и потребовали справедливого рассмотрения уголовных дел. Следствие по этим уголовным делам вели следователи Генеральной прокуратуры и ГКНБ Таджикистана. В отношении Ульфатхоны Маматшоевой возбуждено уголовное дело по 8 статьям Уголовного кодекса Республики Таджикистан, в том числе по части 2 статьи 307 «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан». Независимая журналистка и гражданская активистка была задержана 18 мая сотрудниками ГКНБ в Душанбе по обвинению в организации акций протеста в Хароге. Генерал-майора Холбашева предъявлены обвинения по 11 статьям Уголовного кодекса Таджикистана, в том числе в организации преступного сообщества, убийстве, покушении на убийство, терроризме и ряда других преступлений. Бывший глава управления погранвойск ГКНБ Таджикистана в Губау был задержан 18 мая, в тот же день, что его бывшая супруга, журналистка и гражданская активистка Ульфатхоне Маматшоева. Власти считают Холбашева главой ОПГ в Рушанском районе. Однако, как утверждают некоторые близкие генерала в отставке, он до своего ареста служил в пограничных войсках Таджикистана. Вместе с Холбашевым были арестованы и этапированы в Душанбе 78 жителей Рушанского района. Министр промышленности и торговли в правительстве, сформированном радикальным движением «Талибан» Нуреддин Азизи рассказал, что в ходе переговоров в Москве делегация талибов предложила России продать афганской стороне около 1 миллиона баррелей нефти. Он подчеркнул, что «Талибан» рассматривает вариант бартерной торговли, если российская сторона заинтересуется какой-нибудь афганской продукцией для обмена на энергоресурсы, сообщает «Коммерсант». Мы предложили России около 1 миллиона баррелей. Если Россия сможет отправлять больше, то это не проблема. Мы хотели бы также рассмотреть вариант бартерной торговли при условии, что у Российской Федерации будет потребность в какой-нибудь афганской продукции, рассказал глава Минпромторга талибов. Делегация талибов прибыла в Москву для переговоров вчера, 14 августа. Несмотря на то, что афганские органы власти формируются террористическим движением «Талибан», посол России в Кабуле говорил, что российская сторона должна сотрудничать с талибами в отвечающих интересах Москвы вопросах. Принять взаимодействие с Талибаном он предлагает как реальность, от которой не уйти. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит визит в Саудовскую Аравию 17-18 августа. Об этом рассказал его пресс-секретарь Шерзот Асадов. Как отметил Асадов, узбекистанский президент отправится в Саудовскую Аравию по приглашению короля страны Салмана ибн Абдуль-Азиза Аль-Сауда. В соответствии с программой визита в городе Джидда состоятся переговоры на высоком уровне. Участники переговоров обсудят вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между нашими странами. Особое внимание будет уделено направлениям зеленой экономики, высоких технологий, цифровизации, инноваций, малого бизнеса и предпринимательства. По итогам встречи ожидается подписание большого пакета двухсторонних документов, рассказал Асадов. Он также рассказал, что глава Узбекистана проведет встречу с руководителями ведущих саудовских компаний и влиятельных международных структур, Организации исламского сотрудничества и Исламского банка развития. Ожидается, что Мирзиёев посетит священные для мусульман города Мекка и Медина. Отмечается, что это будет первый визит президента Узбекистана в Саудовскую Аравию за последние 30 лет. Саудовская Аравия на текущий момент является одним из крупнейших зарубежных инвесторов в сфере энергетики Узбекистана.
18-я встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии и Европейского Союза состоится в Самарканде в ноябре этого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Узбекистана по итогам переговоров гендиректора МИД Республики Узбекистан по европейским делам Айбека Шахаваддинова с зампредседателя ЕС в Узбекистане Миндаугусом Качараускасом. В ходе встречи были рассмотрены вопросы подготовки к предстоящему саммиту. Отмечено, что в рамках министерской встречи состоится и первая конференция министров иностранных дел стран Центральной Азии и ЕС по развитию сотрудничества между сторонами. Предыдущая 17-я встреча глав МИД стран Центральной Азии и ЕС состоялась в ноябре прошлого года в Душанбе.